Здравствуйте, уважаемые телезрители. Последнее время нашу общественность беспокоит тема незаконных строительств на прибрежной полосе нашей республики. И вот вчера было выездное совещание президента республики с правительством и другими ведомствами и структурами, тоже касательно в Гмюсерско-Пицунском заповеднике, касательно тоже незаконных строительств. И именно эту тему мы хотели бы поднять в нашей рубрике «Открытый вопрос». Я быстро представлю наших гостей студии. Это Роман Дбар, директор Института экологии Академии наук Абхазии. Это Денис Чанба, природоохранный прокурор Республики Абхазии, а также Беслан Смыр, депутат Народного собрания и, кстати, если я не права, меня подправите, от Пицунского избирательного округа и член Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии. Я права? Ну и, наконец, представитель администрации президента, заместитель главы администрации президента Гиви Гапния. Добро пожаловать, и я думаю, начнем вообще обсуждение, ну, наверное, с такой темы, с такого вопроса. Вообще, как так получилось, что за все эти годы, послевоенные годы, когда мы вот себя стали чувствовать, считать себя хозяевами своей земли, своей страны, мы стали допускать вот такие вещи, и вот такое вот, откуда пошло такое отношение к своей же земле, к своим же ресурсам. То есть, попросту говоря, как мы вот дошли до жизни такой. Роман Саидович, может, с вас начнем? Все-таки такие вещи были в бытность вашу главой экологического ведомства? Это не сегодня началось все? К сожалению, значит, подобного рода вещи, они происходили и раньше, но с годами они приобретают все более масштабный характер. Ну, отчасти, во-первых, это связано с тем, что в обществе появились другие ресурсы и возможность привлечения иных ресурсов. И с другой стороны, значит, у людей появился вкус к бизнесу, к возможностям, которые дает бизнес, и при этом с годами мы все меньше и меньше ощущаем ответственность за свою страну. Во-первых, потому что, значит, есть ощущение того, что это безнаказанно. Не только потому, что, так сказать, не действует жесткая схема, так сказать, пресекания со стороны, значит, соответствующих структур, а вообще в философском плане безнаказанности. Когда мы находились в условиях внешней угрозы, тогда эти факторы действовали несколько иначе. Сегодня, когда у нас есть некая степень защищенности, значит, у людей возникает ощущение того, что они могут, так сказать, творить какие-то вещи и, по сути дела, разрушать общественное достояние. Если вернуться вот к итогам, так сказать, вчерашней выездной комиссии или заседания, то там есть совершенно отчетливые, вопиющие нарушения закона, которые, естественно, неприятны для всех. Они неприятны для участников, потому что они понесли там какие-то расходы. Они сегодня сталкиваются значит, с неприятностями, связанными с тем, что вынуждены, так сказать, исправлять эту ситуацию. Это неприятно для властей, потому что это вызов, который нужно принять и на который нужно отреагировать. Это неприятно общественности. Общественности это неприятно, потому что подобного рода вещи, они носят демотивирующий характер, они разрушают, собственно говоря, так сказать, вдохновение общества создавать и творить собственное государство, а тем более, когда речь идет о каких-то общественных достояниях всего народа, каковым является, например, тот же заповедник. Этот заповедник был создан еще в XIX веке, то есть при прадедах, и сегодня... Ну вот вы вчера вот говорили и о том, что в этом заповеднике недопустим даже сбор ягод, не то что там о строительстве есть... там чего-то. Вот я хотела, чтобы вы сказали именно о влиянии вот незаконной застройки именно на экологию заповедника. Дело в том, что, к счастью, у нас уже существует законодательство, касающихся особо охраняемых природных территорий, в которые входит такое понятие, как заповедник. Заповедник в этом законодательстве
значит, это такой устоявшийся термин. И он относится к самой жесткой схеме охраны окружающей среды. То есть заповедная территория – это такая территория, на которой невозможно производить никакого вида хозяйственной деятельности. В ней допустима охрана и научные изыскания, исследования, которые связаны с наблюдением за природной средой без вмешательства в происходящий там процесс. Поэтому ни сбора грибов, ягод, охота, тем более там даже рубки, значит, недопустимы в условиях заповедной территории. Просто Пицунда-Мюссерский не сам весь заповедник, а именно реликтовая сосновая роща, она имеет тоже особый статус и положение, потому что это особый тип растительного сообщества, которое существует при определенных обстоятельствах. Например, может быть, так сказать, широкой общественности это не очень известно, но пицунская сосна, реликтовое растение, это вот пионерное растение, которое растет буквально на песчано-галечном пляже без всякого присутствия даже почвы. И она первая заселяет эти пространства. Она так и появилась именно вот на этом пространстве, которое сформировало в свое время море. Но когда оно вырастает, опадает хвоя, и эта хвоя формирует подстилку, почву, на почве формируется растительность, значит, травянистая. Зарождается новое, да? Но при этом семена сосны, падая на эту подушку, они не могут прорастать. Поэтому без помощи человека сосновая роща не может существовать, значит, потому что деревья вырастают, достигают своего максимального возраста и потом погибают. И поэтому для сосновой рощи существует особый тип ухода за этой сосновой рощей для того, чтобы она могла самовозобновляться. И при этом, значит, она всегда была огорожена. Ее схема защиты была столь жесткая, что в советское время, будучи школьником, значит, мы не могли даже, значит, заходить в эту рощу, потому что ее так жестко охраняли. И пицунцы все это прекрасно помнят. А сегодня мы прибиваем рекламные щиты прямо к Да, то есть это вот такого рода такой вот нигилизм. По всей видимости, здесь, конечно, много факторов. Факторов, связанных с отсутствием соответствующей пропаганды, воспитания, начиная с детского сада, отношение к этому пространству как к особому ценному. Поэтому вырастает новое поколение, у него появляются другие как бы взгляды на, значит, это, ну, подумаешь, там, как и везде, где-то что-то там растет. А то, что, скажем, к примеру, даже при строительстве этих сооружений, значит, вытаптывается в береговой зоне, значит, панкраций морской или приморская лилия, которая является реликтовым растением прибойной полосы, которая растет только на песчаниках, значит, этого нет. Понятно, что здесь, может быть, об этом можно будет говорить позже, но я бы хотел сказать, заповедник должен жить полноценной жизнью. И он не может, значит, состоять из людей, которые пущены на подножный корм и зарабатывают себе на жизнь, значит, исходя из, как бы, так сказать, тех ресурсов, которые у них под ногами находятся. Как это сделать, как опять, чтобы заповедник зажил вот этой жизнью, мы еще поговорим. Гиви Георгиевич, вы тоже считаете, что вот эта безнаказанность, она вот это порождает вот такое вот самосознание совсем вот приниженное? Ну вот Роман только сказал, что, значит, есть у нас законодательство, к счастью, действительно, к счастью, есть законодательство, которое регулирует отношения с точки зрения особо охраняемых, так сказать, объектов, к которым относятся и заповедники тоже. Здесь черным по белому написано, что нельзя такого рода деятельностью заниматься там. То есть человеческая деятельность там должна быть минимализирована с точки зрения только того, чтобы этот заповедник оставался как заповедник. Все. То есть в этом плане никто не может сказать, что он там не знал или кто-то ему разрешил и так далее. Этого нет в законодательстве. Единственное, есть проблема не только же с точки зрения незаконных построек в этой части, а вообще с точки зрения незаконных построек у нас здесь, в стране, и на побережье вообще, в другом месте тоже. Здесь, конечно, с законодательством у нас есть проблема. Проблема есть. Мы на сегодняшний день даже главы администрации говорят, ну а что нам делать? Мы не даем разрешать, не разрешаем, будем ругаться. А дальше кто будет исполнять решения такие, что с точки зрения того, что надо получить разрешение на строительство и так далее. В этом плане те минимальные штрафы, которые есть, ну и что? Ну, несколько тысяч рублей, это ничего не решает.
будут строить. Сегодня вот Роман правильно говорит, экономика стала такой, что возможности у нас стали больше. Ну, смотрите, вот вчера президент подчеркнул, что никакого дальнейшего строительства в заповеднике быть не может. Как мы можем это объяснить? Закон об этом говорит. Ну, вы говорите, прямо. что закон он есть. Закон по заповедникам, да, по особо охраняемым территориям есть. И в этом плане здесь другого быть не может. Значит, структуры, те, которые контролирующие, надзорные, все принимают решения, предпринимают все такие шаги, чтобы строительства там не было. А если строительство там все-таки каким-то образом происходит, это уже деяние уголовно наказуемое. Все, тут далеко идти не нужно. Можно принимать реальные решения. Сам глава Комитета по экологии и охране природы Савелий Читанава сказал, что все, что находится на территории заповедника, защищено законом. Когда к нам поступают сигналы о нарушениях, мы реагируем, передаем дела в экологическую прокуратуру. Какие дела у вас переданы вам? Можете сказать? Значит, знаете как? Чем вы занимаетесь? Да, начну с того, что ныне уже это природоохрана прокуратуры Республики Абхазия. Название именно такое. Значит, с 21 февраля 2017 года по 27 марта 2017 года в природоохранную прокуратуру из Госкомэкологии Республики Абхазия поступило 2 сообщения по фактам противоправных действий на территории Пицунда-Мюсерского заповедника. Естественно, по данным фактам были проведены первоначально доследственные проверки. Первый факт – это, значит, незаконное строительство объекта на территории обхода номер 3 Пицундской сосновой рощи Пицунда-Мюсерского заповедника. И второй факт – это незаконные порубки. Незаконные порубки 185 сухостойных деревьев самшита, также на территории Пицунда-Мюсерского заповедника, обход номер 1. Согласно представленной информации из Госкомэкологии Республики Абхазия, ущерб окружающей природной среде был нанесен в сумме 111 тысяч рублей. Значит, по 2 материалам, данные материалы были направлены в Следственное управление Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, где по данным фактам были возбуждены уголовные дела, о чем было озвучено вчера генеральным прокурором Республики Абхазия. По первому факту, значит, было по статье 167 части 1 Уголовного кодекса Республики Абхазия нарушение права государственной собственности на землю. По второму факту, по 2 статьям, значит, по статье, значит, незаконные порубки, статья 257, незаконные порубки деревьев. И о чем мы говорили, статья 259, нарушение режима особо охраняемых природных территорий. В настоящее время проводится предварительное следствие. Мною, как природоохранным прокурором по данному поводу, было внесено представление Государственного управления лесного хозяйства. Первоначальной причиной, это лично мое мнение, естественно, оно было отражено и в самом представлении. Первоначальная причина – это ненадлежащий контроль. Со стороны как самой администрации заповедника, так и экологических служб. Опять же, я и себя, как говорится, не снимаю какой-либо ответственности, как осуществляющий надзор в данной сфере. Ну, смотрите, опять-таки, на вопрос президента к хозяину одной из построек, да, кто разрешил строиться в заповедной зоне, он ответил, что вообще в советское время территория была отчуждена и не относится к заповедной зоне. У него такая информация. И при этом он подтвердил, что стройка была начата без каких-либо разрешительных документов. Вопрос, во-первых, это правда, что она не относится к заповедной зоне? И, во-вторых, вообще, что делать с этим, когда незаконно начата застройка? Знаете, Можно, да? Я больше чуть места разбираюсь, где что находится. Там немножко вы не так поняли, потому что там было сказано о метеостанции. А метеостанция находится дальше. Да, это было. А метеостанция, но в советское время... Нет, я цитирую агентство. Да. Там просто они так поняли, и место, которое они показали, оно не является
отчуждение вообще от общей территории. Да. Они береговая зона. Они сегодня строились на береговой зоне. Там дальше есть метеостанция. Роман Саидович, вы помните, в советское время там Кутаисская станция была наблюдением, она находилась на балансе там, морского Кутаисских станций, ну, в Кутаиси находилась. Ну, это управлению подчинялось региональных наблюдательных пунктов. Но, во-первых, с местоположением строительства нужно будет отдельно разбираться. Конечно, конечно. И если даже речь идет о том, что, так сказать, что-то строится на площадках, вычлененных там из заповедника, это вовсе не означает, что они могут без проекта, без соответствующих разрешений на подключение, водоснабжение, водоотведение. Значит, потом президентом вчера было обращено внимание, кстати, на то, что постройки находятся под высокоствольными деревьями, имеющие, так сказать, большую массу. И любое падение такого дерева, во-первых, может представлять угрозу отдыхающим, которые находятся прямо, так сказать, под пологом леса. Это отдельная тема, но, так сказать, когда выдаются разрешительные документы, тот, кто выдает разрешение на подобного рода строение, он несет ответственность за последствия, которые могут наступить в процессе, так сказать, подобного рода рисков. То есть здесь налицо масса нарушений, которые, так сказать, не имеют на самом деле компромиссного решения. Роман Васильевич, вы же знаете, что это все началось не сейчас, это давно уже началось все. В связи с тем, что когда поток отдыхающих в Пицунду, как бы в Абхазию хлынул, и люди решили на этом заработать. И уже сломя голову побежали куда угодно, где угодно начали строить. И, естественно, надлежащего контроля не было ни с чьей стороны. И все это, что сегодня происходит, это от того, что мы сами позволили им всем это все строить. И мы тоже жители виноваты. Там кто строит сегодня в Пицунде? Местные же жители строят. Там кто сегодня захватывает? Все же местные. Там нет приезжих. И что сегодня вот эти все там ребята молодые, они выросли в этом лесу. Они же знают прекрасно, что сегодня оно является как бы нашим визитной карточкой Пицунда. Это святое место считается вообще на сегодняшний день во всей Абхазии. Все чтут нашу пицунскую сосну. И сегодня не только закон виноват, еще люди сами виноваты. Надо еще иметь ответственность моральную. Почему, скажем так, наше поколение, вот кто воевали, да, мы сегодня к этому подходим очень щепетильно. Молодое поколение как-то подходит к этому как-то потребительски. Лишь бы взять и построить. Для этого я считаю, что вот вчера президент заявил, что все это будет наказываться, не только рублем, еще есть уголовная ответственность. Также? Уголовная, административная, да, административная, да. И все, надо это все воплощать теперь реально в жизнь. Пускай сегодня наша законодательная база как бы имеет какие-то минусы, но есть как-то, еще с советских времен же есть, это все работает же. Роман Светович, вы помните же, я помню даже я, когда был маленький, мы только шаг делали в заповедник, нас тут же окружали. И сотрудники милиции, и лесники. Ну, вот я как раз хотела сказать, поток туристов, он был не только сейчас, но был в советское время. Да, но в советское время все это... Кто бы подумал тогда, сделать такое? В то время даже в голову не приходило нам, чтобы там по лесу бегать, что-то там стоять. А сейчас это все безнаказанно. Ну, это вот к тому, что, кстати, вот эти же агентства приводят ваши слова, Беслан Алексеевич, что безнаказанность порождает беззаконие. Да. И вот что с этим делать все-таки? Вот будем сейчас, вот я вам скажу свое личное мнение. Я считаю, что надо наказывать. Если мы сегодня не сможем наказывать и не можем найти компромисс, туда нам груз цена. Либо мы наказываем, либо находим компромисс. Компромисс, что это имеется в виду? Сегодня по вине каких-то служб человек построил. Вовремя не углядели, вовремя его не остановили. Теперь давайте ему компенсируем его расходы и как-то выпроводим его. Если не можем его выпроводить, тогда давайте его сносим. Убираем его. Кто будет убирать, опять вопрос. Кто сядет за руль этого экскаватора? Кто сядет, рядом станет? Наши службы, милиция, если встанет, все будут охранять, тогда нет проблем, надо сносить. А если мы не можем организовать силовое воздействие, то я считаю, что надо компенсировать. И с того момента уже, пускай каждый чиновник несет ответственность за то, что он в своем регионе, на своем месте прошляпил такую ситуацию, буду с него вычитывать.
будет он оплачивать будет все расходы. Ну да, ну вот действительно, человек прям там строит, он виноват, но все-таки это же не только он виноват, а при попустительстве там ряда чиновников и так далее. Что делать с этим? Вот просто вот ну, и иногда бывает позиция не администрации. просто попустительство чиновника. Иногда бывает, что мы же сами люди тоже ну там и коррупционная составляющая, все да. понятно. Но да. в этом плане, давайте так, отдадим должное все-таки руководителю страны. Он принял на себя удар, давайте так, и вчера он заявил прямо, что власть ответственность с себя не снимает. Хотя, допустим, как говорил депутат уважаемый, что все-таки это не сегодня началось, что у нас незаконная застройка происходит, может быть, даже с первых дней нашей победы. Может быть. Ну, конечно, сейчас такой бум, сегодня возможности у нас стали большие, и отношение к закону стало наименьшим, наверное, да, с точки зрения, так сказать, ответственности и всего остального. Но власть заявляет прямо, да, мы ответственны в этом, ответственны, но мы будем привлекать к ответственности лиц с нашей же среды, которые попустительствовали этому делу. А если, скажем так, лица администрации местной предупреждали, запрещали, но на это не было реакции со стороны строителей или же так называемых собственников и так далее, то собственник должен нести ответственность в полной мере. В полной и административную, и уголовную, и так далее. Это все нужно будет выяснить с точки зрения следствия. Теперь, как вы сказали, по поводу, ну, скажем, компенсации, что ли. С точки зрения гражданского законодательства, и руководитель имел в виду это. Если, конечно же, он, тот строитель или собственник, получил разрешение в устной форме или же в другой какой-то форме, проходил какие-то этапы разрешительные, а они на самом деле были незаконными, то он будет считаться добропорядочным. И в этом плане, конечно же, если следственные органы выявляют, что на самом деле эти разрешения не имели быть места, то есть права не было на дачу этих разрешений, то тогда, конечно же, речь о компенсации может идти. То есть в этом плане. Или в другом моменте. Значит, ничего мы не говорили со стороны властей. Строил себе, строил. Просто тогда понимал, что здесь нельзя строить, но, как мы видим в наше время, пройдет, может быть, и это и пройдет. И в данном моменте руководитель страны заявил, если какие-то возможности есть в другом месте, пускай строят в другом месте, где это разрешено. А с точки зрения сноса, или сами пускай сносят, демонтаж всегда возможен. Возможен в этом плане. Конечно же, вы правы в том плане, что там кого мы найдем, кто будет сносить там трактором и так. Но трактором сносить тоже невозможно. Кстати, есть у нас люди, которые могут? Нет, ну не просто люди. И у нас есть структуры, которые могут это на себя взять. Если сегодня мы говорим, что прокуратура возбуждает дела и берет на себя ответственность о том, что она выносит определенные решения, это уже есть люди, которые это делают. Если есть органы внутренних дел, которые также будут пресекать, тоже есть у нас определенное количество. Да найдутся структуры. Просто мы же все привыкли жить по вот такому состоянию долгое время, кстати. Я еще хотел бы отметить, что в принципе руководитель страны уже некоторое время постоянно на контроле держит и такие вопросы тоже. И поручения даются соответствующим службам постоянно. И, видимо, вчера это уже был такой, значит, накал, наверное, все-таки. Ну что это такое, не работает. Поэтому пришлось ему самому прямо говорить, что надо это исправлять. А те, кто не работает, они будут наказаны. И с точки зрения администрирования, с точки зрения уголовного преследования и администрирования, есть органы прокуратуры. Думаю, что это начало. И нужно будет идти по этому пути. Я уже сказал, это не только касается заповедной зоны, Пицунды, значит, этого заповедника, но это всех незаконных построек, которые мы наблюдаем из года в год здесь, на территории страны. Конечно, это больше там, где морская часть на побережье, потому что востребована, но это происходит сплошь и рядом. Поэтому вчера тон был задан, руководство страны прямо заявляет, что с этим бороться будет, и дальше, значит, останавливаться на этом мы не будем. Будем продолжать борьбу. Я думаю, что и в обществе такая потребность уже появляется, что да, с этим беспределом нужно заканчивать. Думаю, что мы придем к какому-то интересному знаменателю. Президент страны также подчеркнул, что необходимо четко определить, какие разрешительные бумаги создавались за этот период. Кто стоит за этим? Это дело прокуратуры. Спрошу с вас. Результат в течение 10 дней. Никто ничего, просто так ничего не делается. За каждым объектом стоят чиновники. Денис Геннадьевич, вот вы готовы за 10 дней дать ответ президенту? Могу сказать следующее. Значит, генеральным прокурором Республики Абхазия издано распоряжение
значит, о создании группы по выявлению противоправных деяний данного рода. Значит, в состав группы входят представители Центрального аппарата Генеральной прокуратуры, входят представители природоохранной прокуратуры, также представители прокуратуры Гагарского района. Нам поставлен срок, значит, 10 дней. 10-дневный срок мы должны показать результаты проведенной нами проверки. Также глава государства, говорится, что поручил Генеральной прокуратуре исполнительной власти проработать вопрос по усилению санкций по отношению к подобной категории нарушителей. Что по этому поводу? Ну, я вот говорил, что с точки зрения санкций, с точки зрения экономических санкций, давайте не будем говорить уголовную часть оставим, а экономических санкций, слабенькие санкции. Ну, что такое максимальный штраф там в 6 тысяч рублей? Понимаете, когда мы строим объекты, которые несколькими миллионами минимум оцениваются. И в этом плане, конечно же, оперативно сейчас будем, наверное, вносить различные предложения по изменению в этой части законодательства и подзаконных актов, чтобы эти санкции увеличивать. Сегодня экономическая составляющая в нашей стране, ну и в частности по, скажем так, по нам, по предпринимателям, те, кто имеет желание заниматься этим бизнесом, у нас другая уже составляющая. И поэтому не нужно бояться штрафных санкций высоких, что у нас как будто бы значит, люди не смогут столько заплатить. Это будет касаться только нарушителей. Надо из этого исходить, и в этом плане нужно эти санкции увеличивать. Это, скорее всего, остановит многих. Тех, кто потенциально собирается нарушать. И еще, Помимо... я извиняюсь, Да, сейчас, конечно, смотрите, вот эти санкции, то, что говорите, да, у нас как бывает сейчас, все через суд делается, в суд подают, через суд штрафные санкции выносятся, потом через суд все это узаконивается. Заплатил он штраф, а потом через суд и узаконил. Что вот этого это минус, да. Вот он говорит сейчас о том, что даже это застройки незаконные узаканиваются потом в суд. Но это обычно это касается жилых построек. Такая Это практика минус у нас, чей? да. Это какой системы? Это в законодательстве есть такая проблема, и здесь, когда Судебные говорили, какой? значит, руководитель государства говорил, здесь нужно вносить коррективы, и это имелось в виду, чтобы четко разграничить, где такое возможно, а где это вообще нельзя это делать. И в этом плане, чтобы было единообразное понимание законодательства и правопорядок в этой области. Вот к тому и говорю. Беслан Алексеевич, ну я понимаю, что нынешний созыв парламента только что начал работать, но все-таки есть у вас какие-то вот намерения, наметки, Конечно, какие-то конечно. По этому поводу, конечно, у нас все, кто входит в наш комитет, имеют опыт работы в администрациях, в районах, да. И мы с этим каждый год сталкивались, и каждый день тоже сталкивались. Естественно, мы будем вносить все эти изменения в законодательную базу, чтобы все это поменять. Совместно с исполнительной властью конечно, сейчас конечно. прорабатывается Все взаимно оперативно. должно быть вместе, да. Все это мы уже прошли и знаем. И на сегодняшний день мы не должны это оттягивать в долгий ящик. Нет. Мы должны к этому приступить, вот скажем, даже сейчас. Потому что на сегодняшний день вот этот бум пошел, захват земель, строительство, и строить все, что попало и где попало. Если мы сюда не узаконим это все, как положено, чтобы человек сегодня, приходя в администрацию, он не должен носиться по всей Абхазии с этим обходным листом, потом с ума сойдет он, потом садится дома и думает, зачем это мне надо. И начинает строить. Для этого надо упростить. Есть мировой опыт, есть, я не знаю, много есть таких, скажем, я читал в Сочи, там есть такая практика есть. Вот ты открываешь фирму, открываешь счет и получаешь уже в банке готовые проекты на строительство там гостиницы, там какого-то, бизнес-центра, там не знаю что. Это уже по твоему усмотрению, да. И вот администрация тебе будет показывать место, где надо строить. И тебе будут выделять проект, тебе выдавать тебе проект. Чтобы человек заплатил деньги, в банк пришел, открыл счет, и чтобы спокойно дома сидел. И чтобы готовые документы уже он получил там, в течение какого-то срока. И для этого надо просто посмотреть этот опыт мировой, где можно взять и как-то внести наши коррективы, наши национальные традиции, вот это все посмотреть. И можно это все поменять. Нужно желание, надо заниматься этим. Потому что мы сегодня практически в этом плане не работали. У нас все было по системе Советского Союза шло. Так же шло все. Все как бы по старинке все это делалось. А реально, когда люди уже подошли к этому, уже поняли, что ходить за документами, это уже с ума сойдешь.
Сегодня месяцами люди ходят, документы, чтобы получить. И они уже решили для себя уже, зачем эти документы делать, когда можно через суд узаконить. И хотелось бы, я извиняюсь, добавить, да, раз мы вот говорим о вопросе санкций, поднимаем вопрос. Санкции не только административного характера, уголовного характера. Человек нарушил, значит, режим заповедный. Была проведена вот статья 259 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Санкция данной статьи, фактически, это штраф от 50 до 100 тысяч рублей, по большому счету. Либо исправительные работы до 2 лет. Понятно. Вы знаете, меня поразила одна фотография, которая тоже появилась в социальных сетях. Фотография Нью-Йорка, вот так вот с высоты полета, с его знаменитым центральным парком, который, оказывается, с 1859 года не изменился. То есть ни одной пяди земли с этого центрального парка никому никогда не было отдано. То есть я к чему говорю? Я понимаю, что вы можете себе представить, да, в Нью-Йорке какие там бизнесмены, да, и как бы они могли использовать это все. Но я к тому, что понятно закон, понятно наказание, это все. Ну вот Роман Сергеевич уже про это говорил. Вот как по поводу все-таки пропаганды, воспитания, да, вот что в этом направлении тоже, наверное, все-таки надо работать. Ну, я, наверное, несколько добавлю, касающиеся, во-первых, санкций. Они тоже имеют, так сказать, воспитательное значение. Например, есть такой эффект, он называется эффект разбитых стекол. Кстати, он относится к Нью-Йорку, потому что именно там появился этот термин. Значит, мы все предполагаем, что это всегда какие-то крупные нарушения, так сказать, серьезных, так сказать, нарушителей. Но на самом деле все нарушения начинаются с очень маленького. Да. И если это маленькое нарушение, пусть даже элементарными небольшими суммами наказывалось бы, заброшенный мусор на территории заповедника, за разожженный костер, за несанкционированный доступ вообще туда на машинах, на чем угодно, многие вещи сегодня бы просто отсутствовали. Их бы просто они не могли появиться, потому что это пирамида мелких событий, нарушений, которые складываются в большое на вершине нарушения, которое фактически с ним невозможно ничего сделать. Что такое, значит, захват территории? Изменить границы заповедника может только, даже исполнительная власть не может изменить границы заповедника. Значит, это всегда будет оставаться незаконным действием при любых даже компромиссных подходах. С другой стороны, значит, это еще происходит, потому что заповедник не живет нормальной жизнью, где должна существовать летопись природы, которую ведут ученые, наблюдение за, значит, событиями, происходящими там, за развитием болезней, паразитов, там, значит, вредителей, за, значит, фенологией, когда наступает цветение тех или иных растений, численности тех или иных животных и так далее. Эта активность за наблюдение, она тоже является частью охранной системы заповедной территории. С другой стороны, в Пицунде 2 школьных лесничества. В свое время на базе их было создано, значит, детское школьное лесничество, которое, значит, было при заповеднике. Оно существует до сих пор? Сейчас уже нет его, но оно в свое время было... В советское время? Не в советское время, это послевоенное время, это, значит, относилось к 90-м даже годам. То есть этот период, там была активность, которую нужно было поддержать и развивать дальше, и тогда, во-первых, выросло бы другое поколение, которое бы по-другому относилось бы к этой роще. Это к вопросу о пропаганде. И понятно, что, значит, это надо делать с молодых ногтей, потому что следующее поколение должно будет охранять и все, и бережно к этому относиться. И потом, конечно, должны быть отдельные, наверное, передачи о ценности нашей природной среды и особых ее, так сказать, особом значении для нашей культуры и для нашего народа, потому что мы являемся вообще-то на самом деле продуктом природной среды своей. Все наши обычаи, даже наш собственный язык, значит, абхазский, он является частью вот этой среды, которая здесь родилась. Все это экосистемы. Да, это все одна экосистема. Мы даже порой не замечаем
насколько плотно мы связаны с этой природной средой, и разрушая ее, исходя, так сказать, в угоду, так сказать, прибыли, мы, по сути дела, подтачиваем корень собственного древа, на котором находится все наше и сознание, и культура, и весь наш народ. Поэтому эта пропаганда и во всех сферах, и средствах массовой информации, и начиная со школьной скамьи, она должна быть частью жизни этого пространства. И на вчерашней встрече, значит, премьер-министр говорил о том, что, значит, в ближайшее время приступят к ограждению Пицунской сосновой рощи. Да, там огромная, почти 18 километров ограды нужно сделать, и выбранная, так сказать, и схема, она еще, так сказать, 5 лет назад формировалась экологическим ведомством. Это какую ограду надо сделать? Она, собственно говоря, достаточно простая. Это современная, значит, вот сетка, она, так сказать, технологична, сравнительно недорогая, но просто гигантские пространства. То есть это в километрах, вот почти 18 километров оград, которые нужно выстроить вокруг рощи. Но выхода другого нет. Это нужно будет обязательно охраняться сделать. Будет потом это? Естественно, что просто оставить ограду, как вчера кто-то высказался, ограждение без охраны, значит, да, просто ее могут снять, тоже унести. Поэтому надо будет задействовать комплекс мер, который включает в себя не только, значит, усиление охраны заповедника. Это, во-первых, должны, так сказать, измениться и работа самого заповедника, в котором должны проводиться регулярные мероприятия и наказываться любые нарушения, включая даже минимальные. И естественно, что вся Пицунда и все прилегающие села, которые относятся к Пицундо-Миссерскому заповеднику, в них надо будет проводить соответствующую, так сказать, работу и со школьниками, и со взрослыми, потому что по-другому это не выстроится. То есть вы считаете, что охрана может решить, охрана и ограда может решить какую-то проблему? Обязательно, так сказать, решит, и при этом надо отчетливо дать сигнал каждому, кто подходит к заповеднику, что за заповедником стоит государство и стоит власть. И что просто так, безнаказанно, здесь ничего нельзя делать, потому что это ценность, понимание которого, ответственность за которую взяла на себя власть, и она будет отвечать за реализацию вот тех функций, которые прописаны в законе. И здесь компромисса быть не может. Понятно. Кстати, вот есть еще одна тема, это вот тоже в последнее время будоражит наше общество, это строительство на прибрежной зоне в Сухуми. Вот сегодня наши корреспонденты занимались вот расследованием этой темы. Ну, как сказали, они общались и с хозяевами этой постройки, сказали, что там капитального строительства не будет, будет только там ленточный фундамент, это предполагается только там детская постройка и так далее. Но я как поняла, прокуратура там тоже ведет, да, расследование? Ну, естественно, но это, наверное, вопросы будут непосредственно прокуратуре, которая занимается данным вопросом. То есть вы пока не можете ничего сказать по этому поводу. Ну, скажите, пожалуйста, вот все-таки вот можем мы все-таки к чему-то прийти в этом плане? Я имею в виду, что все-таки, может быть, естественно, новое поколение научить тому, чтобы бережнее относиться к своим ресурсам, и чтобы все-таки не было желания в таких местах, вот даже мысль не появлялась, что можно там построить апацху или еще что-нибудь. Вы понимаете, все-таки мы тут вспоминали советский период времени, когда невозможно было даже помыслить, наверное, да, зайти куда-то, тем более там что-то построить. Ну, друзья, мы же помним, что это время было такое, что, значит, здесь, с точки зрения неотвратимости наказания, здесь было все в порядке, скорее всего. Даже наоборот говорят, что это время было тоталитарным, там и так далее, но оно было правовым. И сейчас мы же все-таки заявили, что мы правовое государство. И даже вчерашний фактор, о чем мы сейчас говорим, это все говорит о том, что нам без этого выхода нет. И нужно будет нам строить именно такое государство, где будет царить, значит, право, закон. И в этом плане, конечно же, сейчас, раз взялись мы за это дело, поручения даны
и с точки зрения администрации президента, с точки зрения правоохранительных органов, и поручения будут выполняться, потому что нам уже некуда идти. И, конечно же, поменяем, добавим что-то в нормативные акты, без этого также нельзя, потому что мы же, люди же как, люди смотрят, если там не запрещено, то почему бы мне не использовать? Если нет ограды, ну что мне не пройти, не полезть туда и так далее. И в нашем населении есть сознание, что если есть ограда, то туда залезть, но это уже что-то неправильное. И в этом плане даже вот такие маленькие технические шаги, они тоже будут влиять на нас всех, с точки зрения там, нарушать или не нарушать. И повторюсь, с точки зрения правового регулирования, занимаемся этими вопросами, в ближайшее время все-таки будут внесены различные изменения в различные акты, и в дальнейшем это уже исполнение этих актов и надзор за исполнением таких актов. Думаю, что мы все равно придем к тому, что нам нужно будет одуматься и не совершать, так сказать, ошибок. Как вот мы с Бесланом с вами говорили, ведь к нам приезжают туристы и говорят, не делайте ошибок, которые совершили мы. Даже те, кто приезжает просто из Большого Сочи, скажем так, да, с того же Адлерского района или же с центрального района, говорят, не совершайте ошибок таких, которые мы совершили здесь. Они вообще-то говорят с другой позиции, что не давайте разрешения строить в таких местах, где строить нельзя. Они-то не понимают, что мы строим там даже, где и разрешения нет. Но в любом случае этот позыв, он говорит о том, что ну не делайте такого, оставляйте то ценное, за которое мы сюда приезжаем. И, кстати, каждый из нас, из жителей страны нашей, да, он понимает, что ценная действительно природа. Но, с другой стороны, мы понимаем, что мы безнаказанно можем что-то совершать. И невольно эти шаги совершаем. Но думаю, что сейчас наступил уже период, что дальше некуда. Уверен, что мы реализуем те, значит, предписания, те указания, которые руководитель страны нам вчера всем... Ну, понятно, что ограда может как-то, естественно, в любом случае психологически хотя бы остановить, но все-таки как вот работать с самосознанием? Как вы думаете, Беслан Алексеевич? Знаете, вот Роман Саидович сказал, что агитация, вот, в общем, не то, что агитация, пропаганда. В школах, я помню в свое время, когда мы учились в школе в Пицунде, мы всегда урок рисования делали в лесу. Мы выходили в лес классом, ходили и рисовали. Это у нас в хорошую погоду всегда выходили. Летом это всегда было. А сегодня практически туда детей не водят в лес, потому что лес загажен, лес запущен. Ну, некуда водить детей, грубо скажем так. Вот. Вся проблема вот в этом. С детства надо приучать, как говорится, любить природу свою. Если мы с детства этого не будем приучать, сейчас наше поколение мало, то, что подрастает, дальше еще хуже будет. Потому что на сегодняшний день у всех в голове только потребительское отношение ко всему вокруг. Экономический интерес. Да. Если позволите, одно такое вот дополнение. Дело в том, что значит, сама, конечно, обстановка, она, возможно, что тоже является, так сказать, рождает такое попустительство. В принципе, конечно, первое, с чего нужно начать, это касается всей территории Абхазии, в данном случае не только, так сказать, Пицунды с Пицунской реликтовой сосновой рощей, тем более, что там наступили последствия катастрофических, так сказать, инвазий самшитой огневки, высох самшит, и уже появилось такое, значит, за что, собственно говоря, леса-то нет, почему, хотя люди не до конца могут себе представить, что это заповедная территория, что заповедник, независимо от того, какие последствия наступили, значит, там подлески все равно произрастают реликтовые растения, эта территория неприкосновенна, и это должны все, значит, и вчера тоже это было сказано, при попытках, значит, захватить территории под какие-то строительства, значит, это все должно быть, естественно, пресечено. Ни один квадратный метр не может быть отчужден, потому что это просто заповедная территория. Но это касается не только заповедника, а всей страны и всех городов и поселков. Значит, должны быть созданы совершенно понятные конкретные документы. Это план развития территории, и это касается всей страны. На базе плана развития территории генеральные планы населенных пунктов. На генеральных планах развития территории указывается отчетливо, это парк. Парк неприкосновенен, в нем ничего не может быть, значит, кроме того, что связано с отдыхом
значит, населения, никаких, так сказать, событий, строительства и так далее. Тем более, что у парковых территорий существует своя эстетическая нагрузка, которая создает ощущение особого настроения у людей для отдыха и рекреации. И естественно, что это открытые пространства. Любая курортная страна очень тщательно следит за тем, чтобы эти открытые пространства оставались. Они создают в голове человека особое настроение. Стоит загородить пространство со всех сторон, у человека возникает совсем другие настроения, депрессия и вообще отношение к жизни меняется. Поэтому для города очень важно, чтобы эти открытые пространства, они остались, чтобы были обзоры, чтобы была перспектива. Перспективы, открытые горизонты, они не существуют не только на ландшафте, они у человека в голове тоже существуют. И если их нет, у него совершенно другое настроение. И поэтому это все является частью организации среды нашего существования. И к этому надо относиться в высшей степени серьезно. Поэтому генеральные планы городов и населенных пунктов – это важнейшая, первостепеннейшая задача, которая в значительной степени может пресечь всякого рода противоправные действия. Хотя это ничего не исключает, возможные какие-то, значит, поползновения, но факт того, что эта территория на бумаге, так сказать, утверждена как никаким образом не осваиваемая, она уже является охранной, так сказать, Так у нас грамотой. что, на бумаге ничего нету? Ну, Я у нас нет Здесь он прав. Да, плана у нас такого генерального плана у нас нет. Нет, ну то, что какая-то бумага, что это все-таки заповедная зона. Нет, по что- заповедникам мы уже сказали, это что понятно. есть у нас Границы специальный закон и так далее. известны. Вот с точки зрения, какие у нас планы есть, с точки зрения всей страны, где мы будем строить, что мы будем строить, в каком виде будем строить, вот об этом говорил Роман, с точки зрения, это называется так называемый генеральный план, ну, постройки, развития и так далее. Мы об этом многое говорили, не первый год, и сейчас у нас службы занимаются этой работой, не так легка эта работа, она очень сложная, нужно иметь первичный материал такой, который собрать со всей территории, и потом думать, что нам делать с точки зрения застройки в частности. И в этом плане прав, Роман Саидович, да. И работа в этом ведется. Думаю, что в ближайшее время мы что-то уже увидим, что-то мы дадим, для общественности, чтобы можно было обсудить, посмотреть, и подумать. И тогда кто должен этим заниматься? Этим занимаются власти, это занимаются на уровне законодательной власти, на уровне исполнительной власти, на уровне местной власти, потому что первичная информация, она идет от местных органов. Но с точки зрения того, как страна должна выглядеть в будущем, это высшие органы власти должны подумать над этим. Были мнения, что все-таки, может быть, общественность спросить, да, и так далее. Такие, кстати, примеры имеются в мире, но сейчас до этого пока не дошли, но все-таки разговоры ведутся, и, так сказать, депутатский корпус прошлого созыва тоже много раз ставил вопросы, и исполнительная власть. Мы также какие-то имеем наработки, я уже сказал, в ближайшее время мы все-таки к этому придем, что-то мы обществу будем давать. И тогда наши граждане, общество в целом, будет понимать, что в этой части возможно строительство. И претенденты на строительство будут подавать заявки, и тогда, конечно же, как вы говорили, Беслан, интересно будет придумать механизм, чтобы облегчать для претендентов, их строительство и так далее, и тому подобное, проектами, и так далее. Вот, и тогда, конечно же, многие будут понимать, что здесь стройка невозможна, вообще невозможно, а вот здесь возможно. И это тоже будет влиять на наше сознание, тоже будет в положительном плане влиять на наше сознание. Думаю, что мы подошли к тому, что надо сейчас уже принимать решения. И я думаю, что мы на таком этапе. Ну и слава Богу. Спасибо всем большое за беседу. И я, конечно, очень надеюсь все-таки, что мы от общества потребления перейдем к обществу созидания. И очень надеюсь, что мы с вами доживем до этого. Спасибо всем большое. Спасибо. До встречи.